День физкультурника можно по праву назвать праздником всех тех, кто ведет здоровый образ жизни. Но в первую очередь это, конечно же, тренеры, преподаватели учреждений дополнительного образования, учителя физкультуры учебных и дошкольных заведений, спортсмены. В этот день всех их чествовали за достижения, за упорный труд и волю к победе. От имени главы администрации Сибая с профессиональным праздником всех любителей спорта и здорового образа жизни поздравил управляющий делами администрации Айнур Идрисов. Спортсмены, физкультурники, любители спорта, разрешите мне от имени главы администрации Сулейманова Халита Хамзовича, от своего имени, от всей души поздравить вас с этим замечательным праздником, Днем физкультурника. У нас в городе многое делается для развития спорта и физкультуры. Как вы все знаете, у нас много мест для посещения и занятий спортом. Буквально недавно вот возле Фока Беркута открылся у нас новый сквер «Юность», он пока до конца недоделанный. Но вы там, наверное, видели новые тренажеры, на которых можно будет бесплатно заниматься и развивать свое здоровье. Много у нас спортсменов, которые достигли хороших результатов. Мы знаем, в прошлом году наша хоккейная команда «Горняк», дети 2002 года рождения, на чемпионате России заняли 3-е место. Это большое достижение для нашего маленького города Сибай. Также мы знаем, что на чемпионате мира по кикбоксингу, проходившем в Словении, Азамат Мусин наш стал 2-кратным чемпионом Европы. Поэтому есть места у нас, где заниматься, есть возможность занимать такие высокие места. Поэтому я всех поздравляю с Днем физкультурника, всем желаю здоровья, счастья, благополучия, подальше от вредных привычек, поближе к спорту и физкультуре. Всех с праздником от всей души. В честь Дня физкультурника были вручены и награды. Почетных грамот главы администрации Сибая удостоились методист детско-юношеской спортивной школы Разиль Кужин и тренер-преподаватель по фигурному катанию Ледового дворца Айрандык Надежда Кирчегина. Благодарственные письма были вручены тренеру по шорт-треку Ледового дворца Айрандык Любови Князевой, учителю физкультуры гимназии Айгуль Тлеубаевой и старшему тренеру-преподавателю по легкой атлетике спортшколы Эльдару Сафину. За вклад в развитие физической культуры и спорта, воспитание подрастающего поколения. И в связи с Всероссийским днем физкультурника награждаются Эльдар Вакилевич Сафин, старший тренер-преподаватель по легкой атлетике детской юношеской спортивной школы. Я конкретно веду легкую атлетику, главный тренер по легкой атлетике, а так у нас и самые массовые виды спорта, это олимпийские, это бокс, волейбол, баскетбол, вот легкая атлетика. Очень много, сейчас вообще очень большой наплыв, все очень даже любят все заниматься спортом, это даже видно, что площадки везде ставят, вот новые около Беркута, около ЦДТ. У нас по школе тоже много турников, приходят, каждый день занимаются на площадках, очень много детей занимаются. Хочу поздравить всех физкультурников, директора Шаталька Сашвудинова моего, всех детей, кто занимается спортом, всех, кто связан со спортом, огромное здоровья, долгих лет жизни, чтобы все было у них хорошо. Конечно, в этот день на сцене прозвучали и имена тех, кто в разные годы прославлял Сибай своими рекордами и спортивными успехами. Это ветераны спорта, которые сегодня, несмотря на почтенный возраст, продолжают активно участвовать в спортивных мероприятиях, выдавая молодым личный пример стойкости и бодрости духа. Для меня это все, это жизнь самое главное. Самое главное, я нашла свою стезу в спорте. И семья, и жизнь, и все для меня это спорт. Мне ничего не надо, только спорт. Я этим благодарна, этим живу. И самое главное, и здоровье позволяет пока жить. Самое главное, не лениться и заниматься хоть капельку, хоть вот встал утром, потянулся, руки, ноги, круговое движение сделал, и все, и спокойно иди. Это уже какие-то движения. В День физкультурника уже по традиции чествуют и коллективы учреждений спорта, которые за прошедший год добились наилучших результатов в развитии спорта и здорового образа жизни. В этом году в их числе физкультурно-оздоровительный комплекс «Беркут», Ледовый дворец Айрандык, Центр детского творчества, спортшкола и спортивный клуб «Старая крепость». Мы учим АМА, если так правильно выразиться, боевое искусство. Ну, там ходит, мы не то, что именно АМА, мы обучаем бокс, кикбоксинг. И в тайском боксе наши бойцы выступают.
выступают по джиу-джитсу. Везде по всем направлениям, по борьбе мы идем. Нам невозможно, чтобы наши бойцы не выступили, нету в данный момент. В данный момент наши бойцы выступают с одного клуба 7 видов. По 7 видов. Мы можем до 12 видов довести. Пока еще условия, чуть-чуть побольше зал построим, да, иншаллах, все будет у нас еще лучше. Стремление есть, желание есть. Спортом, как сказать, я себе слово дал в детстве, если малейшая возможность будет, когда я подрасту, я сам не таких условий вырос. Зала не было, на улице, как попало, занимались, мы все равно тянулись к спорту. А сейчас, как у меня появилась возможность, взрослее стал, в связи с тем, что у меня 2 сына тоже, 2 спортсмена, решил именно вот спортом заняться и поднять детей. Цель у меня еще сегодня не в том плане на детей наживать, а на том плане цель детей поднять по спорту, с улицы побольше детей завести в спортзал, чтобы они занимались, правильно воспитывались, уважали родителей в первую очередь, маму, папу, бабушек, дедушек. Вот это направление мы ведем в данный момент. За вклад в развитие физической культуры и спорта в нашем городе почетные грамоты спорткомитета Сибая были вручены лучшим учителям физкультуры городских школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Без слов благодарности и признательности не остались и меценаты спорта, которые часто являются спонсорами проводимых состязаний. Кроме того, были подведены итоги спартакиад. Так, победителями школьной стала команда лицея номер 9. Среди среднеспециальных и высших учебных заведений лидировали студенты Сибайского многопрофильного профессионального колледжа. Действительно, в последнее время спорт, физкультура, здоровый образ жизни становится популярным. Она не только, значит, у людей, те, которые росли в советское время, но и у нашей молодежи. Это отрадно. Для этого, конечно, у нас делается многое. Строятся вот спортивные площадки открытые, которые доступны всем на бесплатной основе. Ну и, конечно же, здесь мы надеемся, что такая тенденция она продолжится и в будущем. Но здесь в связи с празднованием Дня физкультурника хотел бы выразить слова благодарности. В первую очередь это всем нашим спортивным учреждениям, тренерам, учителям физической культуры, которые неравнодушно ведут свои занятия, привлекают для занятий, значит, детей, молодежь, подростков, ну и, конечно же, достигают очень хороших результатов. И также я хотел бы поздравить с этим днем всех работников физической культуры, всех тех, кто любит спорт, ведут здоровый образ жизни, ну и пожелать им в первую очередь это здоровье, счастье в личной жизни, ну и, конечно же, долголетие. Любите спорт, занимайтесь спортом. В завершение торжественного мероприятия все желающие вышли на массовый пробег под девизом «Сибай. Территория здоровья». Возрастных ограничений не было, а потому ребята бежали дистанцию в 1 километр наравне с ветеранами спорта. Такой маршрут выдержали все без исключения. И, кстати, из 3 финишировавших самыми первыми 2 юные мальчишки. Так что старшее поколение может быть спокойно. Смена растет достойная. Лена Кириллова, Олег Кадыров, Гульгина Раскильдина для службы новостей.